В Сыктывкаре сегодня протестировали ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Дело в том, что до этого года такой учебный предмет ребята сдавали исключительно на бумажных бланках. Тренировка поможет проверить техническую готовность школ и, кроме того, выявить и устранить возможные проблемы. Елена Кононова о новшествах. Вы можете досрочно завершить выполнение экзаменационной работы. Как и полагается, в начале инструктаж. Все как во время настоящего экзамена. Апробация всего процесса от начала до конца. На столах у ребят только черновик с ручкой и компьютер. Ученики 21-й школы Сыктывкара своего рода первопроходцы. Они первыми испытывают компьютерный формат ЕГЭ по информатике. Ведь до сих пор этот предмет сдавали только на бумажных бланках. Это при том, что основная часть этой дисциплины – программирование. Часто бывало так ранее на экзаменах, что, проверяя у них программы, были допущены какие-то незначительные ошибки. Мы понимали, что при трассировке, при проверке ребенок, который составил основную часть, не допустил бы этой ошибки. Но, как эксперты, мы снижали баллы за то, что программа была нерабочая. Она не работала, но ошибка была, которую можно было легко бы найти. Второй момент. В экзамене появились новые задания на практическое программирование. Добавились вопросы пользовательского плана. Поэтому без умной машины здесь уже никак не обойтись. В компьютерах есть весь комплекс программных средств. Свои ответы ребята будут дублировать на черновике. Копии бумажных бланков, в том числе электронный вариант работ детей, будут отправлять через станцию авторизации прямиком в Центр обработки информации. В штабе располагается станция сканирования. После того, как участники закончат экзамен, все материалы, их бланочки будут собраны, и через станцию сканирования будет производиться обработка их, то есть в цифровой формат. И через станцию авторизации также будет направлена их бланки в РЦОИ. Тренировка ЕГЭ идет под зорким оком экспертов. Сейчас главное выявить все недостатки, чтобы не повторить их на экзамене. В первую очередь мы обращаем внимание на процедуру проведения, так как у нас сегодня экзаменационные материалы были не на дисках, а переданы нам по сети интернет. То есть первая цель, которую мы преследуем для проведения тренировочного экзамена. Затем мы смотрим, как работает техника. Да? Сегодня в аудитории запланировано 15 ребят, которые сдают. Мы смотрим на технические характеристики компьютера, то есть как ли они сработали. Сегодня они сработали все на 100%. Затем, как у нас ребята в новой ситуации по инструкции работают, все ли получается, есть ли какие-то проблемы. И еще. Сегодня надо понять, насколько наши школы готовы к такому ЕГЭ технически. Ведь, по словам преподавателей, для информатики нужны машины мощные. Поэтому специалисты службы оценки качества образования Сыктывкара перед апробацией провели анализ техники всех школ столицы, чтобы выяснить, где компьютеры устарели. Также проверили электросеть учебных учреждений, смогут ли они выдержать напряжение машин. Результат оптимистичный. Если количество ребят, сдающих информатику, останется на прошлогоднем уровне, то докупать новую технику не придется. Но, как показывает статистика, выбирающих этот предмет с каждым годом все больше. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.